Жил когда-то на свете мальчик-сирота Галим. Перебивался с хлеба на воду, но не унывал. Люди помогали. А потом пришла и первая любовь. Сылу ее звали. Кто раз увидит ее красоту, уже никогда забыть не сможет. Весело улыбалась Сылу Галиму при встрече, и решил он свататься, но сначала справить новую одежду. Накопил 3 алтына и пошел в лавку на краю города. Чем дальше от центра, тем товар дешевле. Хозяин лавки – старик, белый как лунь, выслушал просьбу юноши, пряча в серебро бороды улыбку. «Одежду купишь? А на чем к дому невест подъедешь? Не миновать тебе родительского отказа». «Отец, у меня лишь мой верный пес Октопи и всего 3 алтына». «Эй, не беда!» – кивнул старик. «Видишь эту доску? «Шахматную?» Ишь ты! Может, ты играть обучен?» Глядел, как купцы на деньги играли. Так и правила выучил, и ходы. «Хорошо!» – одобрил старик. «Выиграешь у меня? Дам тебе коня!» Парень подумал. Торговец стар и, наверное, подслеповат. Неужто не обыграю старика? На радостях замечтался Галим и вдруг услышал: «Тебе мат!» «Прощай теперь, конь и новая одежда». «Хочешь отыграться?» Галим голову понурил. Не на что теперь играть. «Выиграешь? Верну деньги и коня в придачу». А если нет? «Отработаешь. Неужто работ боишься?» Не боюсь, только и сказал себе Галим, когда снова проиграл. И что велишь делать? «Работ немного». Старик принес огромную книгу. «Перепишешь и ступай». Я неграмотный, покачал головой Галим. «Другой работы нет», поджал губы старик. «Видимо, придется тебя учить грамоте». Делать нечего. Стал Галим у старика учиться, а больше всего любил в этой книге картинки рассматривать. «Это наша летопись», — пояснил старик. «История тюркских народов». А почему тут волк белый? «Это Акбуре, белая волчица, мать всех тюрков». Чтобы волчица была матерью людей? Озадаченно протянул Галим. «Есть легенда. На тюрков напал враг и всех истребил. Остался лишь один мальчик. Лес его защитил, выкормила и воспитала Акбуре. От него весь тюркский род и пошел». Он смежил веки, словно вспоминая что-то. «А теперь учиться!» Старик погрозил юноше пальцем, а в бороде таилась лукавая улыбка. Полгода Галим учился грамоте, тоскуя по селу. В шахматах он тоже делал успехи. По вечерам старик играл на домбре. Галим учился и этой премудрости, и скоро уже играл не хуже старика. Через год юноша, наконец, переписал уникальную книгу, а старик предложил ему еще раз сыграть в шахматы. «Проиграешь? Будешь служить мне еще полгода. Выиграешь? С меня 10 алтынов и конь». «Терять мне нечего». Парень окинул решительным взглядом шахматное поле и впервые выиграл. Учитель вручил ему деньги и уздечку для коня. Последнюю ночь в доме старика Галим провел в мечтаниях. А на рассвете на город напали воины-падишаха из чужой страны. Жгли дома, грабили жителей и тащили все ценное. Золото, драгоценности, дорогие ковры и девушек. На невольничьих рынках местные красавицы ценились на вес золота. Чудом успели юноша и старик спрятаться. Хорошо еще спасли дом от огня. Половина города лежала в обгорелых руинах.
Но главная беда ждала впереди. Похитили Сылу. Теперь ее ждал гарем падишаха или невольничий рынок. «Я должен освободить ее», – твердо сказал Галим. А хватит ли сил совладать с самим падишахом? Спросил старик. «Сам говорил. Мы потомки белой волчицы», – ответил Галим. «Во мне дух волка. Догоню врага и спасу Сылу». Настоящий джигит. Ну вот тебе совет. Когда доберешься до падишаха, предложи ему сыграть в шахматы, и у тебя будет шанс. «Сядет ли он играть с простолюдином?» Сядет, пообещал учитель. только скажи ему вот что, слово в слово. Твоя игра не доиграна, падишах. Однажды ты сбежал от старого торговца с городской окраины, не вернув ему долга. Пришло время вновь расставить фигуры на доске и заплатить по счетам. Запомнил? Юноша кивнул. А учитель-то непрост, подумал Галим. Шутка ли самому падишаху выговаривать, как мальчишке? Старик вздохнул, благословил юношу, дал ему в дорогу еду и воды, что успел собрать, и долго смотрел вслед, пока не растаяла вдалеке фигурка храброго юноши. Долго шел Галим и увидел впереди густой дым пожарищ. Вот и решил он сократить путь, пройти через лес. Лишь редкие стволы белеющих берез помогали держать направление сквозь бурелом. Но скоро Галим пообвыкся и все быстрее шагал по проложенным невесть кем тропинкам. Между тем лес становился все гуще. Стали попадаться ложные тропы, и приходилось возвращаться назад в поисках верной дороги. Длинные плети травы и древесные корни цеплялись юноше за ноги, а колючие ветви норовили отцарапать. Словно морок охватил его. Галим опустился на земь под сенью раскидистого дуба и невольно задремал. Вдруг где-то неподалеку заиграл невидимый курай. Мелодия была знакома, ее часто наигрывал старый учитель, и юноша стал тихонько напевать ее сквозь дрему. Лес начал преображаться, и сквозь древесные кроны полились солнечные лучи. Деревья раздвинулись перед спящим джигитом. За ними была заветная тропинка. Очнувшись, Галим понял, что лежит на большом мягком зеленом листе, и корни обвили его тело. «Проснулся?» – послышалось рядом. «Кто здесь?» В следующий миг Галим увидел однорукую голову Шурале. Тот зацепился ногами за сук и висел вниз головой прямо над ним. «Кто ты? Шурале?» «Да, но ты не бойся. Во-первых, я нашел способ чесать свои пальцы». Шурале достал из карманов 2 живых ежей и расхохотался. А во-вторых, ты так красиво пел. У того, кто так печально поет, должно быть и без того на сердце не сладко. «Я иду спасать любимую девушку», – кивнул Галим. «Знаю, ты это во сне твердил. Жаль, такого певца я бы не отпустил. Но моя совесть...» Однорогий гордо выпятил грудь. «Кристальная совесть Шурале не позволяет. Моя бабушка Водяная вечно твердила: не стой на пути высоких чувств, мой Шуралюнчик». «Твоя бабушка Водяная?» – удивился Галим. «Ага. Коли еще встретимся, расскажу о ней. Кстати, как ты себя чувствуешь?» «Гораздо лучше. Я сейчас, кажется, горы могу свернуть. А что ты сделал со мной?» «Это не я, а древо жизни». «Древо жизни?» «Да, лист, на котором ты лежишь,
Это его лист. Оно врачует и исцеляет весь мир. Между прочим, я, Шурале гордо подбочинился, хранитель этого дерева. спасибо тебе. Расти большой. Ступай да поспешай. Перед Галимом снова явилась потаенная тропинка. Но едва он ступил на нее, как за спиной раздалось вежливое покашливание. Шурале, А у меня к тебе только один вопрос. пробормотал тот, все время неслышно кравшийся следом. Где ты научился этой песне? Я работал у одного старика, торговца с городской окраины. Он и научил. С окраины. Глаза лесного жителя блеснули, словно он вспомнил о чем-то хорошем и важном. Тогда ему передавай привет. И не забывай, что эта песня спасла тебя. Иначе бы тебе не выйти из моего леса. А за твое искусство вот тебе курай. Он сделан из древа жизни. Будет тяжело, поможет. Спасибо, Шурале, поклонился Галим и сунул курай за куша. Ладно, а то я совсем расчувствуюсь. Махнул тот рукой с длиннющими ногтями. При виде их Галим поежился и поскорее зашагал к далекому просвету. Между деревьями Шурале еще долго смотрел ему вслед, думая о чем-то своем. Выйдя из леса, Галим пришел в один городок, в самый разгар Сабантуя. Война обошла это место стороной. Люди продавали товары, покупали и развлекались. Лишь Галим бродил среди них угрюмый, пока не отыскал караванщиков. Он попросил старшего погонщика взять его с собой. «Будешь работать за еду!» Кивнул караван Баши, который был очень скуп. Трудиться за хлеб и воду нашему герою было не привыкать, поэтому он согласился и отправился с караваном в путь. Они преодолели высокие горы и перевалы, пересекли не одну бескрайнюю долину, покуда не почувствовали горячего дыхания пустыни. Было очень трудно. У каравана иссякли запасы воды, и лишь мысль о спасении Сылу поддерживала Галима в пути. Наконец они подошли к колодцу. Увы, он был пуст, но стенки были влажные, значит, из него недавно черпали воду. Решили Галима, как самого молодого, спустить на веревке в колодец. Тот спустился на дно и несколько раз копнул лопатой, пока лезвие не ударилось обо что-то твердое. Галим разгреб песок и ахнул. Под ногами лежало золото. На радостях Галим быстро нагрузил ведро золотыми монетами и отправил наверх. Закипела работа. Раз за разом опускали ему пустое ведро, и всякий раз Галим наполнял его золотом. Когда же все золото подняли и стали вытаскивать Галима, к колодцу подошел караван Баши и подумал: «Сейчас парень вылезет и скажет: я нашел золото, отдавайте мою долю. А мне это нужно?» И он перерезал веревку ножом. Галим мешком свалился на дно колодца и лишился чувств. Караванщики же погрузили золото и отправились дальше. Придя в себя, Галим долго карабкался по стенам колодца, обстукивал каждый камень в поисках секретного хода и к вечеру совсем выбился из сил. А вдруг наверху мимо пойдет другой караван? И тут он вспомнил о подарке Шурале. Галим взял в руки курай и заиграл любимую мелодию. Вдруг задрожала земля. К колодцу стремительно что-то приближалось. Галим заиграл еще громче. И тут юноша увидел в колодезном проеме крупного волка. «Ак-Буре!» – догадался он.
Волчица со своей стаей огласили дружным воем окрестности. Чем громче они выли, тем ярче светила луна, покуда сноп лунного света не осветил Галима. Тут же под ногами юноши ожил родник и стал быстро наполнять колодец водой. Вместе с нею наверх всплыл и Галим. Он выбрался из колодца, после чего, недолго думая, вскочил на широкую спину Акбуре и помчался вслед за караваном. Тем временем караван-баши нещадно гнал своих верблюдов, торопясь домой. Каковы же были его изумление и страх, когда караван со всех сторон неожиданно окружила сотня огромных волков. А во главе их мальчишка, которого он бросил умирать в колодце. На охранников надежды не было. Упал караван-баши перед юношей на колени, стал каяться, суля все вернуть и еще доброго коня подарить в придачу. Это шайтан меня попутал. Я знаю, куда ты идешь. Знаешь ли ты грамоту? Галим на всякий случай покачал головой, мол, нет. Караван-баши, радостно потирая руки, сказал: Визирь Падишаха мой родственник. Я напишу ему письмо, и он устроит тебе аудиенцию у Падишаха. И твою девушку поможет освободить. Только придержи своих ужасных волков. С этими словами караван-баши дал молодому джигиту рекомендательное письмо. И Галим с золотом на горячем коне отправился в город. Но сначала сердечно распрощался с волками. Говорят, единожды солгавшему веры нет. Решил Галим прочесть, что написал хитрый караванчик визирю, и в очередной раз возблагодарил старого учителя, что обучил его грамоте. Вероломный караван-баши писал: Дорожайший мой визирь, посылаю тебе этого парня с несметными запасами золота. Казни его, а золото мы с тобой поделим. Усмехнулся Галим коварству караванщика и переписал письмо иначе. Дорожайший мой визирь, это хороший человек. Проводи его к падишаху. А впереди уже показались городские заставы. Визирь поверил письму, так искусно подделал его Галим, и привел юношу к падишаху. «Кто ты, жалкий щенок? Как осмелился пробраться в мой дворец?» «О, великий падишах, я с нижайшей просьбой к тебе!» «Говори да поскорее!» «Прошу освободить моего друга, он в твоей власти!» Падишах громко расхохотался. Вместе с ним смеялись и его огромные телохранители. «А почему я должен кого-то отпускать?» Наконец спросил он, в волю посмеявшись. «Падишах, я согласен на любые условия!» Властитель на минуту задумался. «Тогда сам становись пленником, а друга я освобожу». «Я согласен, мой падишах!» Без раздумий ответил Галим. «И буду тебе верным рабом. Только освободи, кого попрошу. А еще я готов сыграть с тобой в шахматы. И если проиграю, делай со мной что хочешь». Падишах удивился. «Нет, каков наглец, чтобы я играл с простолюдином в великую, наимудрейшую игру? Да кто ты таков?» «Была не была», — решил Галим. «Твоя игра не доиграна, падишах. Однажды ты сбежал от старого торговца с городской окраины, не вернув ему долга. Пришло время расставить фигуры на доске и заплатить по счетам». Теперь падишах смотрел на юношу по-другому. На лице его сменилась целая гамма чувств. Досада, злоба, обида, угроза и разочарование. «Так вот кто ты,
произнес властитель. Новый ученик старого дурака, того, кто всех учил, ничего не имея и прощал долги каждому. Посмотри, глупец. Падишах обвел рукой свой дворец. Не покинь я тогда твоего учителя и останься отрабатывать свои долги. Разве сейчас все это было бы у меня? Игра твоя все еще не доиграна, Падишах. Твердо повторил слова старика Галим, уже догадавшись, что перед ним его предшественник, бывший ученик торговца с городских окраин. В глазах Падишаха мелькнули злобные искорки. Хорошо, юный глупец. Играем 3 партии. Если выиграешь, освобожу, кого скажешь. Не сумеешь, отрублю головы обоим. Я согласен, ответил храбрый Галим. Он верил, что любовь к Сылу придаст ему сил и умения. А ты знаешь, что меня никто еще не обыграл в шахматы? Я согласен, последовал все тот же ответ. Несите шахматную доску. Поначалу Галим не мог унять волнение и первую партию проиграл. Ну, коль скоро мы оба ученики одного учителя, предлагаю тебе еще раз подумать, сказал Падишах. Еще не поздно отказаться. Я не отменяю своих решений, Падишах, твердо ответил Галим. На сей раз шахматная партия осталась за влюбленным юношей. Я нарочно его проиграл. Специально поддался, чтобы растянуть удовольствие, хохотал соперник. В 3-й и последний раз Падишах применил все свои хитрости. Хохотал, делал резкие движения, неожиданно вскрикивал над самым ухом Галима. Но все же решающий ход молодого джигита стал для него полной неожиданностью. Мат! Он вскочил и протестующе выкрикнул. Неправильно! Долго тянулась напряженная пауза. Однако затем Падишах вздохнул и пробормотал, будто только что завершил давний спор с самим собой. Игра доиграна. Видать, пришло время платить за старые долги. На Галима он смотрел с обидой, но и с уважением. А ты впрямь достойный ученик своего учителя. У меня же, как видишь, не вышло. Кого я должен освободить? Сылу, она тут недавно. Девица? Ладно, слово сдержу. Он велел привести Сылу и кивнул на Галима. Благодари этого парня. Он ради тебя готов был голову сложить. Но Сылу вовсе и не слышала Падишаха. Едва увидев парня, она кинулась к нему, и Галим заключил ее в объятия. Иногда все понятно и без слов. Вернувшись домой, они первым делом пришли к старому учителю. О, а я ведь с первого взгляда понял. Есть в тебе сила. И верил в тебя, сынок. Прости меня, поклонился ему джигит. Я прежде считал, что учеба твоя для меня прошла впустую, а ты мне самое ценное дал. Знания. Спасибо тебе от нас обоих. А что было дальше? Говорят, что Галим и Сылу по-прежнему живут в любви и согласии. Все найденное в колодце золото Галим подарил городу, а горожане избрали его городоначальником. Превыше всего в их городе ценят знания. А на почетном месте в доме Галима шахматная доска. На ней можно играть белыми фигурами, можно и черными, но выигрывать нужно всегда головой. И тогда мечты непременно сбудутся.